Наш коллега покажет некоторые карты на экране. Я хочу выразить благодарность председателю КАФТА, а также выражаю благодарность спонсорам КАФТА в связи с проведением настоящей конференции. Огромное спасибо за проведение настоящего мероприятия. Тема, о которой я буду говорить, это связано с историческими событиями, о которых шла здесь речь, и как эти события могут отражаться на сегодняшний день. Здесь также были заданы различные вопросы. В моей презентации, именно второй части презентации, буду говорить о нынешнем положении черкесов в нашем районе, в этом районе. В османском периоде, в 1864 году, черкесы были депортированы из Черкесии. Этот термин уже принимается, и они были высланы на османские земли, и они далее вступили в борьбу за существование. Часть из них отправились в Румелию, и в результате османских русских войск, когда османы эвакуировали эти территории, и там остались и черкесы и турки. Часть из них мигрировали на турецкую территорию, часть из них были отправлены в Сирию, в Иорданию. Дальше есть османская политика поселения, и османская политика поселения берет начало с кочевых времен, и поселения осуществлялись как нормальное явление. Просто отдавали приказы поселять деревню на расстоянии в 1000 километров от данного места, и просто этнические группы свободно отправлялись в другие районы. Такова была политика поселения. И черкесы были отправлены этим пониманием на Большую Сирию в рамках определенных интересов османского государства. Они были выселены в различные территории, и когда османское государство потеряло эти территории, новые власти Великобритании именно, некоторые лица остались раньше принадлежащих османскому государству землях. Это сострадание, начатое 150 лет назад. В настоящее время в Сирии идет гражданская война, и черкесы больше всего пострадали от гражданской войны в Сирии. Я хочу зачитать текст о случае с черкесской семьей. Говорится: вернись назад. Раньше ты выслан из своих родных земель, и тебя принудили поселиться в другие места. И как ты еще говорил, что ты отправился в Перейки и выслан за границу. И заявил, что надеюсь, что ты вернешься домой. Считали звезды на небесах в длинных ночах. Ты всегда жил с надеждами, а мы были совсем безнадежными. Это информация о Черкесии, настоящий случай, то, что произошло. Ну, такова была история с десятками черкесами. И черкесы в Сирии
были по-настоящему многострадальным народом. Османское государство в рамках своей политики поселения и цели размещения черкесов в Сирии известно. Там османское государство хотело иметь группы народа, лояльные к османскому государству, и со временем государство хотело использовать в свете своих интересов. Но не случайным образом осуществлены эти поселения. И есть много материалов, доказывающих именно не случайность этого поселения. Применялись следующие факторы. Наличие государственных земель. Черкесы не были поселены в частные участки других лиц. Учитывались условия проживания, чтобы мигранты не вредили местному населению. Также учитывались материальная база государства в конкретных районах для поселения. Также учитывались возможности для обороны, для защиты мигрантов, для того, чтобы они не были подавлены местным населением. Например, в Аммане, в городе, где я живу, в 1878 году османское государство разместило черкесов и поместили туда гарнизон не для обеспечения порядка, а чтобы обеспечить безопасность черкесов, мигрантов, чтобы местное население не навредило именно этим новым мигрантам. Учитывалось наличие плодородной сельскохозяйственной территории для преследовались цель, чтобы эти территории были бесконфликтными. Американский исследователь работал над этой темой и документами доказал это. Черкесские семьи не столкнулись с арабскими семьями в связи с территорией. Конечно, в культурном плане были противостояния, но не было проблемы с земельными участками с местным населением. Учитывая данные обстоятельства, когда мы говорим о Большой Сирии, на этой же территории, обширной сирийской территории, в эти же районы размещено, в район Хомус размещено 14 деревень, в район Халеппо 3 деревни, это Абзакские, Кабардинские, Осетинские деревни размещено туда, в район Чолан 13 деревень, а в район Амана 9 деревень, 3 из них чеченские деревни. В район Дерезур размещено 9 деревень, большинство из них чеченцы. Дерезур. Там еще есть город Рыка. Это было раньше черкесская деревня Ирыка. В периоде аббасидской династии Рыка стала столицей данного государства. Это на берегу реки Ефрат, там обширно плодородные земли, и Рака, Рака ныне является столицей исламского халифатства. В Палестине 3 деревни, потом одна из деревень выселена, там остались несколько семей, недалеко от Хайфы. И в районе Расулайн создан 4 чеченских деревень. Отношения с государством, отношения с османским государством. Черкесы поступали на военную службу
значительная часть людей участвовали в столкновениях на Дарданеллах во время российской войны. Они боролись на Балканах, в Болгарии, боролись в Карсе. Много людей из них лишились жизни во время военных столкновений. И местное население говорило о геройстве этих черкесов. Сирия. Я не говорю о нынешней Сирии. Я говорю о Сирии во время Османского государства. То есть говорим о Сирии, которая охватывает Адана Марашурфа. Включает Ливан, Иорданию, часть Ирака и территории Палестины входили в эту Сирию. Данная территория была в руках Османского государства, и Османское государство имело возможность размещать в любую точку любые этнические группы. До Первой мировой войны в 1905 году премьер Великобритании Кампель пригласил делегатов из европейских государств и заставил им подписать документ. В данном документе говорится, что Османское государство завершило свою историческую миссию. Надо было ликвидировать Османское государство. И распадом Османского государства появится исламские государства. Говорится, что надо предотвращать развитие этих исламских государств. Затем Франция и Великобритания подписали соглашение Сайкс-Пикот в 1911 году. Это было секретным государством. После распада Османского государства говорили, что распределение Сирии будет осуществляться таким же способом. Если обратите внимание, прибрежная полоса остается в руках французов. Французы желают установить свой контроль прибрежной полосы, как в Алжире, как часть Франции оценивали территорию Алжира, а во второй части предусматривали создание арабского государства. Арабское государство, которое полностью будет им подчиняться, великобританцы аналогичным образом избрали для себя иракскую территорию богатой, именно богатой с точки зрения залежей нефти. А вот конфликт между шиитами и суннитами, значит, там преимущественно шииты. И Палестину предусмотрели предоставлять евреям под своей властью. Черкес после Первой мировой войны территория перешла к рукам союзных государств, и черкесы остались на этих землях. Просто черкесы после поражения османов остались на этих же местах. А потом была создана воинская часть из черкесов. Среди них под названием черкесов были и турки, и армяне, а также были представители других этносов, также люди других вероисповеданий. Просто название, основная часть составляли черкесы. А также был создан фронтовой легион. Там солдаты были обмундированы как черкесы, но там были и армяне, и другие представители других наций тоже были в этой фронтовой части. В это же время в Арабии начато движение, панарабское движение. Это является национальным течением. И идеи тюркского национального государства возникли именно в тот же период.
в Германии были такие же национальные течения. И среди этих формирований черкесы вроде были изолированы, но также они не были объявлены врагами. То есть нет решения, чтобы ликвидировать их или уничтожить. Они же были мусульманами с местным населением. Они могли адаптироваться к местным условиям. Там были шииты, сунниты, дурзиты, там есть арабы, не арабы. То есть мозаика национальности. И как другой элемент черкесска очень легко присоединились к этой мозаике, и они не были квалифицированы как иноземцы или как враги. Переходим к нынешнему положению и будем говорить об арабской весне. Исламское государство, зеленая территория указана, территория, подчиняющаяся исламскому халифату, красным цветом указано подчиненное правительству территории. Арабская весна, как вы знаете, в 1911 году Мухаммед Дель-Азизи зажег самого себя в середине рынка, и оттуда вспыхнула арабская весна. Сначала в Тунисе, потом в Ливии, потом в Египте, потом в Сирии. В Ираке без того война продолжалась. Например, Иордания не оказалась под влиянием такого же течения. Почему? США и европейские страны, выступающие за весну, считали, что нынешнее положение Иордании может быть более полезным. Так квалифицирует и Израиль. И в Иордании не было беспорядков или гражданской войны, но Иордания стала территорией, привлекающей миграцию. 6 миллионов населения Иордании. И если добавим 3 миллиона мигрантов из Ирака и Сирии, речь идет о маленькой стране, 6 миллионов человек живут там, и если добавим 3 миллиона, это станет невыносимо. В этих рамках ООН помогает, и черкесы в Сирии 44 черкесских деревень. Все эти 44 деревни были вынуждены покинуть свои деревни. Либо они живут в другом городе в Сирии, либо высланы за пределы страны. Я уже заканчиваю. Я буду говорить о нынешнем положении черкесов. Прежде всего, среди черкесов есть большая солидарность. Мигранты, которые мигрируют из Сирии, черкесы, не отправляются в лагеря беженцев. Спецслужбы Иордании и черкесское общество встречают их на границе, и они отправляются в черкесские дома. То есть они встречаются как гости черкесских семей, и местные черкесы удовлетворяют все нужды мигрантов, черкесов. Черкесское общество получает помощь от ООН и распределяет среди семей. Вторая стадия – организационная структура. Ныне в Иордании, в Сирии, во многих местах были инициативы организовываться. Можно сказать, что сирийцы оказались
неподготовленными в Иордании, если они проведут соответствующую поддержку, своевременно, если будут реагировать, они могут минимизировать возможные потери. Потом получение корпоративного характера, получение институционного характера. Для того, чтобы стать корпоративным, есть определенная неразбериха. С одной стороны Россия, с другой стороны США и другие страны имеют различные планы в связи с черкесами. Всемирная ассоциация черкесов поощрением России проводит кампании, чтобы черкесы отнеслись более положительно к России. Также США поддерживают различные течения. Они выступают за восстановление прав черкесов, и это создает хаос и препятствует корпоративному единству, потому что здесь проводятся различные цели. И что будет сделано в дальнейшем? Прежде всего, надо защищать то, что существует. Возможности, которые есть в России, в диаспоре, надо сохранять жизнь людей и изучать соответствующие инструменты для жизнедеятельности, пользоваться возможностями, следует улучшать положение. Чеченцы сделали уже, не можем сказать, в какой степени были успешными, но во время распада Союза и они потребовали независимости, но оказались в серьезном противостоянии. Бернард Луис, это еврей-американец, составил план и говорит, что на Ближнем Востоке надо создавать более мелкие государства, потому что внутри этих государств есть шииты, сунниты. Извините, например, в Турции есть курды, в Саудовской Аравии. Часть территории надо передавать Иорданию, говорят. То есть разработали карту нового Ближнего Востока. Несмотря на эти условия, черкесы в Иордании имеют определенные успехи и следует говорить об успехах в Иордании. Например, в Аммане создана первая ассоциация диаспоры. Не говоря об ассоциациях в османском периоде. Внутри национальных государств первая ассоциация общества создана в Аммане, в Иордании. Первая черкесская школа, первое черкесское телевидение, первый возврат были из Иордании. Спасибо за внимание.